на этих улицах, все, кто проходит мимо этих обелисков, памятников, мимо этих фамилий, они это все видят и понимают, что ингуши не были врагами народа. Помним, чтим, гордимся. Сегодня вся страна отмечает 75-ю годовщину победы советских войск в Сталинградской битве. Плановые и неплановые проверки у нас проводились в отношении 684 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная. Руководитель Роспотребнадзора рассказал главе Ингушетии об итогах работы ведомства. Для проведения первенства по дзюдо здесь в большом зале Дворца спорта уже все готово. Дворец спорта Магаз снова станет центром проведения спортивного шоу. Уже завтра там стартует первенство СКФО по дзюдо среди юниоров и юниорок. Мы готовились к экзамену продолжительное долгое время. На уроках вне школы также готовились. Репетиция к ЕГЭ. В республике прошла апробация экзамена по русскому языку. В костюмах нартов будут не только юноши ансамбля, но и девушки. Для них подготовили особенные костюмы. И действительно, примерив образ такой воительницы, чувствуешь себя настоящей горянкой. Покажем всю красоту и величие народа. Ансамбль Ингушетия готовится к выступлению на сцене Катара. На канале Ингушетия Новости 24. Добрый вечер. Сегодня исполняется 75 лет со дня завершения одной из самых кровавых битв в мировой истории. Праздник Победы в Сталинградской битве – это важное историческое событие для всех жителей нашей большой страны. Именно 2 февраля считается днем, который полностью перевернул исход Второй мировой войны. Советские войска нанесли серьезный удар и разгромили немецко-фашистские войска под Сталинградом. В их числе были и наши земляки, их подвиги – гордость современников. Залина Магушкова расскажет. После поражения в Сталинградской битве капитулировали армии 24 немецких генералов, в том числе фельдмаршала Паулюса. 200 дней неимоверных усилий советской армии потребовалось на то, чтобы расстроить планы фашистов. Целью немецкого наступления было захватить большую излучину Дона, Волгодонского перешейка и Сталинграда. Осуществление этого плана блокировало бы транспортные сообщения между центральными районами СССР и Кавказом. Появился бы плацдарм для дальнейшего наступления с целью захвата кавказских месторождений нефти. Одновременно с этой битвой шла битва за Малгобекскую нефть. И поэтому сражения, которые происходили на нашей земле, и сражения за Сталинград, они очень сильно взаимосвязаны. От исхода битвы за Малгобек во многом зависел исход битвы за Сталинград. Потому что если бы немцам, у которых главным образом на Кавказе стояла задача захвата нефтепромыслов, нефтедобычи, могли бы захватить эту нефть, то они смогли бы снаряжать свои самолеты и танки. На это направление со Сталинграда снимались только на это направление перекидывались соединения части из-под Сталинграда. И это было по личному указанию Гитлера делалось, ставки вермахта делалось. Поэтому эта параллель, она проходит и в архивах немецких. Поэтому нам тоже важно понимать, что какую связь, историю, в том числе наш Малгобек и в целом Ингушетия того периода и Сталинградская битва значили для в целом победы страны над фашизмом. Ныне Сталинград – это город воинской славы Волгоград. Здесь, на Мамаевом кургане, открыт музей-заповедник, посвященный той битве. На его территории увековечены имена более 17 тысяч защитников Сталинграда. А в 2013 году торжественно открыли 7 памятных плит, где вписаны более 80 имен ингушей-защитников города. Говорят, Великая Отечественная война, она коснулась всех, вот она, наверное, история в это вкладывается. Даурбеков, Горданов, Мурзиев, Галаев, Бедурга. Картоев, да, он. Картоев, уже часть него назвали. Да. Когда вы зайдете в зал воинской славы на Мамаевом кургане, почитайте фамилии, вы увидите, какая это была страна и какие там были фамилии, да? Это не только Ивановы и Петровы, там все есть.
и Мусаевы, и Дудурговы, да всех хватает. Из-за того, что Сталинград был в судьбе, в том числе и ингушей, ребят с Ингушетии, это, видя, какие они такие духовитые, сильные, бесстрашные, разбрасывали и по разведротам, по самым таким острым участкам. И они уходили с достоинством на смерть, понимая, что сколько детей останутся расти без них. Этот список возглавляет необычное имя необычного человека, японец Абадиев. 80-го года удостоверение. Вот я его запомнил именно таким. То есть это вот это уже человек, который прошедший всю войну, получивший тяжелые ранения. На самом деле очень тяжелый, потому что у него кончика носа у него не было, потому что отсекло ему осколком. Осколочные от бомб у него осколки в голове были, у сердца был осколок, то есть ожоги по всему телу. Буквально одевался с болью, настолько вот у него тяжелые эти. В марте 1942-го японец Абадиев становится командиром вновь сформированного 255-го отдельного чечено-ингушского кавалерийского полка, а с июля 1942-го участвует в боях по отражению наступления в направлении Кавказа, Сталинграда и в тяжелых боях в междуречье Дона и Волги, командуя 278-м полком Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. Самый тяжелый бой произошел у станицы Константиновской, рассказывал ветеран своим внукам. На поле боя осталось лежать больше половины дивизии, и сам он чудом выжил. Возникла ситуация, когда командование дивизии ударом, авианалетом было практически уничтожено. Поступил приказ именно от офицеров, которые остались в командовании, отступать. И сообщение прошло, что командование уничтожено. И вот японец, он не поверил такому сообщению, он решил, что это диверсанты немецкие вклинились вот в эту связь проводную и посылают дезинформацию о том, что командование уничтожено. И решил не отступать и начал наступление на немецкий танковый корпус. То есть это кавалеристы на лошадях, они бросились на именно танки. Японец Абадиев во время и после войны сменил не одно военное подразделение и дивизии. Он умел руководить даже самыми неопытными солдатами. Внуки Абадиева считают, что он сумел бы отразить врага даже с армией, в которой солдатами были простые землекопы. В семье такой очень строгий, очень дисциплинированный. Все вокруг у него всегда по плану, всегда по его распоряжению, только там в доме что-то происходило. Но вот, как бы, чем старше я становлюсь, тем больше я вот понимаю, насколько все это ценно. Потому что, мне кажется, вот именно человек, он же командовал полком, человек, от которого зависят жизни и судьбы людей на фронте, да, именно так же было, обязательно должен как бы четко владеть ситуацией, мысли у него должны быть упорядоченные. На сегодняшний день известно более 200 имен ингушей-защитников Сталинграда. Все материалы о них хранятся в Краеведческом музее имени Тугана Мальсагова. В музее продолжают работу по выявлению неизвестных имен участников войны, в том числе и Сталинградской битвы. Чаще всего это происходит благодаря материалам, предоставляемых родственниками. Мужественно сражалось огромное количество наших земляков. Среди них были очень именитые люди и малоизвестные люди. Суламбек Омаханович, участник Великой Отечественной войны, сражавшийся за Сталинград. Он прошел все эти битвы, был ранен. После этого он прошел эту Сталинградскую битву, был там ранен, но остался жив, вернулся на фронт, и уже при освобождении Смоленска, к сожалению, он погиб. Таких людей у нас много. Память об ингушах, защитниках Сталинграда, увековечена не только на Мамаевом кургане. В Дзержинском районе Волгограда 2 улицы названы в честь японца Абадиева и Джабраила Картоева. Имена и Картоева Джабраила, и японца Абадиева могут и должны служить примером для подрастающего поколения. Вот благодаря нашему руководству и особенно проживающему там нашему земляку Герихану
Миржоеву, это стало возможным, и это очень, можно сказать, знаковое событие. Все, кто живет на этих улицах, все, кто проходит мимо этих обелисков, памятников, мимо этих фамилий, они это все видят и понимают, что ингуши не были врагами народа. И можно сколько угодно что-то пытаться доказывать, рассказывать, а можно вот этими примерами. Почти все трудоспособное население ушло на фронт. Из этих 21 тысячи на фронт ушедших, более 3 тысяч – добровольцы. То есть если в процентном соотношении брать, то мы находимся в десятке народов страны, которые больше всех дали фронту по соотношению к жителям. Мы должны этим гордиться. Джабраил Картоев ушел на фронт в 1941 году. Разведчиком воевал при освобождении Прибалтики и форсировании озера Севаш у Перекопского перешейка. После внезапного нападения обезоружили, там в плен взяли 240 человек. Уже дальше с большим азартом, может быть, они продвигались, были захвачены большое количество документов, секретных документов, схвачены боевые генералы немецкие. Также отрядом Картоева был отбит продовольственный обоз, который насчитывал более 3000 голов крупнорогатого скота. Победа в Сталинградской битве 2 февраля 1943 года стала переломной. Военным значением победы стало снятие угрозы захвата вермахтом Нижнего Поволжья и Кавказа, а политическим – отрезвление союзников Германии и понимание ими того факта, что победить в этой войне им не удастся. Залина Могушкова, Новости 24. Во время Сталинградской битвы ожесточенные бои против немецко-фашистских захватчиков велись и на подступах к Малгобеку. Здесь, в Музее боевой славы, хранятся фотографии ингушей-защитников Сталинграда. К памятной дате для школьников организовали познавательную экскурсию. Репортаж нашего корреспондента. 200 дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда с обеих сторон на разных этапах боевых действий участвовало свыше 2 миллионов человек. Большое значение придавалось именно захвату Сталинграда в том плане, что, во-первых, можно было, уже захватив Сталинград, отрезать весь центр Советского Союза от Кавказа, что к чему, в принципе, и стремились гитлеровцы, для того, чтобы создать хорошие условия уже для тех, которые будут наступать на Кавказ. Имена доблестных воинов-ингушей, защитников Сталинграда, увековечены на стеле на Мамаевом кургане. Сотни человек – наши земляки, героически погибшие в битве на Волге. К списку имен за последний год добавилось еще 3. Это Исмаил Аушев, Ахмед Лянов и Башир Кастуев. Фотографии тех, кто ценой собственной жизни стоял на защите Волжского рубежа, хранятся в Музее боевой славы в Малгобеке. Впрочем, именно в городе воинской славы параллельно со Сталинградской битвой шла оборонительная операция, которая тут же сыграла огромную роль в победе над фашизмом. Первую танковую дивизию фон Клейста и дивизию СС «Викинг», самые элитнейшие такие войска, они должны были их перебросить под Сталинград. Сначала их перебросили сюда, под Малгобек, для молниеносного захвата Малгобека и дальнейшего уже переброски под Сталинград. И то, что за 4 месяца боев так и не смогли их перебросить, так они и не смогли захватить Малгобек. Дивизия СС «Викинг», она вообще в конце октября 1942 года, она полностью прекратила здесь, под Малгобеком, свое существование. Советская власть могла рассчитывать только на патриотизм и самопожертвование народов, сплотившихся на защиту Родины. Командование приказало заполнить нефтью оборонительные каналы. При крайней необходимости их нужно было поджечь. Оборонительные укрепления возводились вручную усилиями женщин, детей и стариков. В Алханчурской долине трудилось более 2000 работников колхозов Седахского и Ачулукского районов. Мы все время помогали солдатам, рыли окопы, приносили еду. Тогда все жили тяжело, но помочь защитникам для нас было самым главным. Молоко, сыр, хлеб, все, что было, вносили солдатам. Очень уважали их.
Спустя десятки лет родные и близкие тех, кто воевал под Сталинградом, приносят личные вещи солдат, награды, документы и их фотографии в Музейный фонд республики. В Магобекском музее боевой славы тоже хранится часть ценных материалов. В годовщину окончания битвы руководство музея организовало для школьников экскурсию, где ребятам рассказали о наших отважных земляках. Я много чего узнала о Сталинградской битве, у которой нет в книге. Экскурсовод хорошо нам объяснял все, рассказывал. Тут более интереснее, чем в книгах. Мне очень понравилось. О проявленном солдатами в ходе Сталинградской битвы мужестве и героизме не забыть никогда. Они вместе внесли общий вклад в нашу победу. Жители Ингушетии, достойные сыны своего народа, показали себя только с лучшей стороны, и это не осталось незамеченным. Имена защитников Отечества, удостоенных высоких боевых званий в республике, увековечены на мемориале памяти и славы. Мадина Пугоева, Рамазан Миржоев, Новости 24. В 2017 году в Ингушетии не зарегистрировано ни одного случая групповой и вспышечной заболеваемости и обеспечена стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка. Об этом в ходе рабочей встречи с главой республики сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Борис Камурзоев. По его словам, за 2017 год управлением произведено около 2000 проверок. В основном это проверки организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, образования, в социальной сфере. Также докладчик сообщил, что по поручению главы был проведен мониторинг обеспечения населения доброкачественной питьевой водой. Заслушав отчет, руководитель региона подчеркнул необходимость проведения тщательных проверок качества товара. По его словам, некачественный товар необходимо изымать и принимать меры ответственности в отношении тех, кто завозит такую продукцию на территорию региона. Почти мы убрали весь малый и средний бизнес. Оставили те объекты, которые у нас были с грубыми нарушениями, которые мы закрывали через суд. А остальное все у нас в основном объекты – это социальная сфера. Плановые и неплановые проверки у нас проводились в отношении 684 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. То есть государственный контроль осуществлялся в отношении 19,3% юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от общего количества подлежащих государственному контролю. Управлением за прошедший период вынесено 1596 постановлений о назначении административного наказания, в том числе 64 административных приостановлений, 21 конфискаций, 129 предупреждений и 1382 административных штрафа. Неплановые проверки было и ваше поручение, на комиссии по проверке продуктов легкой промышленности. 98 проверок у нас проведено, составлено 76 материалов по разным статьям КоАП. Направлены в суд материалы по статье 15.12, часть 2, это на конфискацию, и 14.10, часть 1. 21 штраф с конфискацией. В рабочую группу по реализации... По линии Роснефти, да? Не только Роснефти, по реализации проектов по воде. Чтобы твои представители туда вошли, или там на месте, или же с Назрани воду проводить. Посмотрите, поучаствуйте, хорошо? У нас эта информация вся есть. Почта Банк с марта 2018 года начнет кредитование физических лиц по всем кредитным продуктам банка. В мае будет открыт флагманский клиентский центр, а во втором полугодии запуск пилотного проекта с МФЦ и еще одного клиентского центра в Сунже. Эти планы озвучил управляющий республиканским центром Почта Банк Иса Гагиев на встрече с главой республики. В ходе встречи были также подведены итоги 2017 года, в котором Почта Банк и открыл филиал в Ингушетии. Руководитель региона одобрил запланированные мероприятия и подчеркнул, что сеть Почта Банк вошла в республику после подписания соглашения на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в прошлом году. И первый проект в рамках его реализации в Ингушетии появился в день празднования 25-летия республики. Всего открыто на территории республики до конца 2017 года 30 точек обслуживания. Установлено 11 банкоматов и 20 терминалов. На сегодняшний день обслуживается свыше 3000 физических лиц, из них более 2000 это пенсионеры. До конца прошлого года еще были заключены у нас зарплатные проекты
с Конституционным судом, с больницами и, главное, с топливно-энергетическим колледжем нашим. И мы установили банкомат на территории колледжа в Новом Реданте. В общем, было рабочих мест было создано 23 рабочих места до конца прошлого года. И именно наше отделение республиканский центр Ингушетии занимал лидирующие позиции. Мы были на первом месте по Кавказу по итогам прошлого года. Надо увеличить количество банкоматов. Именно в доступных для населения местах. Поэтому договоритесь с правительством, с аппаратом правительства по этому вопросу. Подпишите соглашение с Министерством ведомства, особенно Министерство здравоохранения, образования. И там, где есть охраняемые точки, площадки, там, где нет скрытого доступа к банкам, к банкоматам, проработать вопрос установки именно банкоматов. Это одно. Ну и второе, сделайте ряд передач по работе Почты банка. Чтобы люди более подробно узнали значимость и необходимость вот этого направления. И третий вопрос, это сделайте анализ, социологию, насколько люди почувствовали, почему, потому что я уже тогда, когда мы разговаривали с руководством Почты банка, тоже об этом говорил, вы самые приземленные, вы именно для людей. Внизу там, уже там, в любом селе там, через ваше окно может человек там получить услугу. Поэтому сделайте анализ, социологию свою и посмотрите, где люди вас слышат, видят, как это все сработало, и где плюсы, минусы, где надо там уже вмешаться. Вопросы реализации новой программы социальной поддержки семьи и низкой осведомленности жителей республики обсудили на совещании в правительстве под председательством зампреда правительства Хусена Зурабова. Речь идет о ежемесячной выплате на первого ребенка, родившегося или усыновленного с 1 января 2018 года. Если за последние 12 месяцев ежемесячный доход на каждого члена семьи был меньше 13 978 рублей, то семья имеет право на выплаты, которые будут начисляться до достижения ребенка 1,5 лет. На совещании отметили, что размер пособий по Ингушетии составляет 9241 рубль. Мамам стоит поспешить с подачей документов в органы соцзащиты по месту жительства, так как выплата устанавливается со дня обращения заявителя. Пока неохотно идут учреждения органов социальной защиты по месту жительства. Да, обращения у нас уже есть, мы готовы их принять. Федеральные средства к нам уже поступили. Надо сказать, что средства это значительные для молодой семьи. Хотел бы еще раз обратиться к нашим жителям, к молодым мамам, к родителям, активнее идти в органы социальной защиты, подавать соответствующий пакет документов. Там не очень много документов. 3 человека погибли, еще 2 пострадали в результате ДТП. Авария произошла сегодня днем на трассе Малгобек-Назрань. Лоб в лоб столкнулись Мерседес и Лада Приора. Обстоятельства аварии выясняются. Пострадавшие госпитализированы в Малгобекскую районную больницу. Уже завтра в Ингушетии стартует грандиозный турнир по дзюдо среди юниоров и юниорок в возрасте до 23 лет. В первенстве примут участие спортсмены со всего СКФО. Площадкой проведения соревнований станет Дворец спорта «Магаз» имени Берда Евлоева. А перед самым турниром там прошел семинар с участием судей и тренеров. Репортаж Микаила Тангиева. Для проведения первенства по дзюдо здесь в большом зале Дворца спорта уже все готово. В преддверии завтрашнего турнира здесь установили подиум, уложили татами и специально установили такие экраны, чтобы судьи могли внимательно наблюдать за каждой схваткой спортсменов. Это спортивное событие призвано стать одним из самых зрелищных в этом году. Ингушетия, Дагестан, Чеченская республика, Ставропольский край, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. В поединках на центральной арене спортивного комплекса сойдутся спортсмены со всего Кавказа, чтобы побороться за звание лучшего. Администрация Дворца спорта к соревнованиям готовилась основательно, чтобы все прошло на высшем уровне. Для них мы подготовили отдельно разминочную зону. Этот зал у нас находится в другом блоке. Там будет трансляция вестись с этих ковров. Они будут знать, когда им выходить. Будет высвечиваться таблица. Значит, вес, который борется, будет спускаться. Для них мы видели, да, мы определили места, где отдельно спортсмен будет сидеть и спускаться.
А перед турниром здесь проходит семинар, на котором собрались опытные судьи и тренеры со всего СКФО. Судья олимпийской категории Владимир Востряков напоминает собравшимся о некоторых изменениях в правилах дзюдо, вступивших в силу с 1 января. В переходных ситуациях транзакция из партера в стойку, болевые удушающие приемы разрешены. Что имеется в виду? Что если борьба проходила в партере и, к примеру, уки, уходя от атакующих действий на болевой прием тори, встает в стойку, то болевой может продолжаться до тех пор, пока уки не оторвал тори от татами. Тренер по дзюдо Карабулакской спортшколы уверен, такие нововведения для дзюдо только шаг к новому развитию, благодаря чему этот вид спорта станет еще более зрелищным и увлекательным для зрителей. К слову, на предстоящем первенстве от их школы также будут представлены спортсмены. В сегодняшнем семинаре очень много изменений, все пункты рассматриваются. Хотелось бы большое спасибо сказать, кто проводит семинар. Конкретно все ситуации во всех случаях рассматриваются. Все, кто здесь находится, Северо-Кавказский федеральный округ, Южного федерального округа, все ребята спрашивают, всем отвечают, все доступно. Турнир будет проходить 2 дня, 3 и 4 февраля. Эти соревнования, по сути, отборочный тур на первенство России, которое состоится в марте в Смоленске. Схватки пройдут на 3 татами, а задействованы будут на спортшоу около 3 десятков судей. Северо-Кавказский федеральный округ является самым сильным в России и в командном зачете, и в личном зачете. Поэтому на нас самое такое большое внимание. Я думаю, из таких соревнований выйдет очень много хороших спортсменов. Билеты на турнир можно приобрести в кассах Дворца спорта. Организаторы призывают болельщиков прийти на это грандиозное спортсобытие и поддержать своих фаворитов. Микаил Тангиев, Майрбек Миржоев, Новости 24. Сегодня в республике прошла апробация экзамена по русскому языку. Срез знаний провели в 6 региональных школах, в числе которых оказалась и 5-я Назрановская. Такого рода подготовка к ЕГЭ включает весь процесс проведения экзамена, начиная от распечатки КИМов. Особое внимание уделялось техническому оснащению экзаменационных пунктов. Подробности в материале нашего корреспондента. Чего-то не заметить или не обнаружить здесь невозможно. Металлоискатели хорошо справляются со своей задачей. Каждого экзаменуемого, проходящего в аудиторию, проверяют тщательно. Самые строгие условия для самых честных результатов. В этой школе заявлено 45 учащихся и явка 100%. Те же правила проведения экзамена и, по сути, те же задания. Но если раньше КИМов в школу привозили, то сейчас их печатают на месте, уже во всех пунктах проведения апробации. До начала работы с банками ЕГЭ проверьте комплектацию выданных экзаменационных материалов. В индивидуальном комплекте находится бланк регистрации, бланк ответов номер 1, бланк ответов номер 2 и сам КИМ. Пока один организатор зачитывает учащимся инструктаж, другой раздает только что распечатанные КИМы. И после их заполнения ученики приступают к выполнению работы. Задания по русскому языку несложные. И учитывая, сколько ребята к апробации готовились, они тем более не должны вызывать затруднений у школьников. Мы готовились к экзамену продолжительное долгое время. На уроках вне школы также готовились. Учителя нас готовили. Мы занимались усердно, конечно. Порой бывает сложно, но стараться нужно. Я готовилась, нам учительница помогала, мы усердно готовились, надеюсь, что мы сможем написать. С начала учебного года учащиеся ответственно готовятся к предстоящим испытаниям по КИМам. На уроках учителя ежедневно настраивают детей морально. Главное, в нужный момент вспомнить навыки и знания, накопленные за 11 лет учебы. Ребята уже более спокойно относятся к экзамену, мы считаем это большим достижением. Апробация для нас это не новость, мы уже проходили ее. И сейчас, вы, наверное, заметили, наши учащиеся намного легче психологически отнеслись к данному экзамену. Это апробация своего рода репетиция, направленная на техническую подготовку экзаменационных пунктов, чтобы в дни проведения единого госэкзамена знать, с какими техническими проблемами могут столкнуться организаторы. Нужно сказать, что апробация в 5-й школе города Назрань проходит в штатном режиме, так, как положено согласно инструкции. Техника, апробация предполагает все-таки решение возможных будущих проблем с техникой, с ребятами, возможными ошибками, нарушениями. Нужно сказать, что штатная ситуация абсолютно правильная, нормальная, и самое главное, ребята работают, сидят спокойно и работают.
и техника работает как положено. Срез знаний проводится на базе 6 региональных школ. Принимают в нем участие 270 старшеклассников. Итоги станут известны уже через пару дней. Лейла Гайсанова, Рамзан Миржоев, Новости 24. Новость для родителей будущих первоклассников. Запись детей в первые классы уже началась. Сделать это можно через интернет, но большинство родителей считают, что лучше самим прийти в школу. Они даже готовы стоять в очереди. Привычный ажиотаж уже наблюдается в столичном лицее. Подробности в следующем сюжете. В столичном лицее открылся прием документов детей, которые должны пойти в первый класс в сентябре. Но небывалое оживление в стенах школы началось еще с утра. Родители пришли заранее, чтобы встать в очередь. Даже составили свой личный список. Журнал кто берет ответственность? Возглавляет всю эту процедуру Ната Гайсанова, которая предложила идею составить список родителей. В лицее у нее уже учатся 2 детей и готовится пойти 3. Так что правила приема и весь перечень необходимых документов Ната давно знает и другую школу для своих детей даже не рассматривает. Дети учатся хорошо в этой школе. Мы школой довольны, учителя хорошие. У других старших детей 2 очень хороших педагога. Это Лема Мусаевна и Белла Башировна. Вот надежда, конечно, и на 3-го ребенка. Проверяет пакет документов специальная комиссия, в которую вошли сотрудники городской администрации, регионального совбеза, Минобра и руководство школы. Нам нужно предоставить оригинал метрической, то есть чтобы мы сверили дату рождения. Если ребенку на 1 сентября 6 лет и 6 месяцев, только с этого возраста мы зачисляем в наш лицей. Также нам нужны 2 фотографии 3×4, ксерокс паспорта одного из родителей, ксерокс метрической, и оригинал нам нужно будет показать. Также ксерокс медицинского полиса, ксерокс СНИЛСа. В список необходимых документов и обязательных условий входит постоянная прописка и договор о купле-продаже жилья в Магасе. Но даже с полным пакетом документов или наличием прописки и жилплощади не всегда есть гарантия, что можно устроить сюда ребенка. Марета Хадиева уже во 2-й раз собирается отдать ребенка в лицей. Первого не удалось устроить, хотя семья и живет недалеко от лицея. Более того, на участке, закрепленном за школой. Первого ребенка у нас не получилось устроить за отсутствием свободных мест, несмотря на то, что я проживаю здесь. Сейчас пытаемся устроить 2-го, но если получится, и 1-го тоже сюда перевести. Не знаю, что будет, но с надеждой здесь стоим, ждем все в очереди. В прошлом году вопрос с нехваткой мест в лицее даже пришлось решать на уровне главы региона. Тогда многие дети, проживающие рядом, не смогли переступить порог лицея, после чего большинство будущих школьников перевели в гимназию Марем и новый центр образования, рассчитанный на 1500 мест. Сейчас лицей рассчитан на 1200 мест и работает в одну смену. Во избежание прошлогодней ситуации непоступивших детей в школе приняли меры. В декабре сделали обход по квартирам, 97 домов, которые к нам относятся. Мы практически переписали всех первоклассников, у нас база данных есть, то есть мы знаем, сколько, мы примерно планируем, сколько у нас будет первоклассников, кто к нам обратится, все они переписаны, все у нас, вся эта информация у нас имеется. И если вдруг к нам подойдут родители, которые по нашим данным не имеют прописку, там вот все надлежащие документы, но по результатам нашего обхода они на участке не проживают, мы, конечно, все перепроверим. И таких детей, конечно, детей, не проживающих фактически на закрепленной территории, мы принимать не будем. По сравнению с прошлым годом в лицее готовы собрать 3 первых класса, где максимальное количество детей составит 75. Документы будут приниматься с 3 до 5 дня, каждую пятницу в то же время вплоть до конца июня. Дана Плиева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Не брать и не давать взятки. В Совете безопасности региона состоялось совещание с представителями органов местного самоуправления, различных министерств и ведомств. На повестку дня вынесли 2 основных вопроса. Итоги работы по реализации программы о противодействии коррупции за 2017 и планы на 2018 год. Репортаж Светланы Томовой.
Коррупции нет места в нашем обществе. В последние годы в Ингушетии принимаются активные меры по противодействию коррупции, совершенствованию нормотворческой и противоприменительной работы на республиканском, ведомственном и муниципальном уровнях. По поручению правительства утверждена госпрограмма о противодействии коррупции. Ответственный исполнитель – аппарат Совета Безопасности. В целом мы справились с задачами, которые непосредственно возложены были на аппарат Совета Безопасности. То есть во всех министерствах, ведомствах, органах местного самоуправления мы определили ответственных лиц по противодействию коррупции, наделили их полномочиями по контролю за противоправным действием в своих ведомствах, министерствах, ведомствах. Они ежегодно отчитываются аппарат Совета Безопасности о проведенной работе. У нас в Совете Безопасности, аппарат Совета Безопасности ежеквартально проводятся совещания, семинарские занятия с ответственными, определяются задачи. Коррупция – проблема, которая существует с незапамятных времен. Несмотря на то, что искоренить ее еще никому и нигде не удавалось, работа в этом направлении со всеми министерствами, ведомствами и властью на местах Советом Безопасности ведется жестко. К примеру, администрация Карабулака в борьбе с коррупцией за прошлый год показала неплохой результат. В 2018-м эту работу они намерены усилить. Естественно, с веяния нового дня у нас эта работа расширяется, большое внимание уделяется работе по муниципальным заказам, то есть это своевременное размещение плана графика закупок, прозрачность проведения торгов. Есть ряд других направлений, все это находится на строгом контроле. Естественно, в рамках нашей программы у нас запланирован ряд мероприятий, в том числе в связи с началом ежегодной декларационной кампании хотим провести семинар с муниципальными служащими с тем, чтобы снизить количество нарушений, допускаемых при заполнении справок о доходах, расходах и имуществе муниципальных служащих. О предпринимаемых профилактических мерах в этом направлении рассказывает представитель Совета Безопасности Республики. Кроме того, согласно поручению главы региона, у местных властей должен быть разработан план по борьбе с коррупцией, который включает телефоны и ящики доверия. Это делается с целью выявления фактов коррупционных проявлений, пресечения преступлений, совершаемых с использованием служебного положения. Каждый при желании, даже анонимно, может обратиться на горячую линию или же забросить в ящик доверия информацию о нарушениях его прав. В каждом учреждении установлены ящики доверия, доступным для граждан месте. Они могут обратиться письменно, и все свои наболевшие вопросы письменно они могут опустить в ящик доверия. Ящики доверия 2 раза в месяц из ящика доверия изымается почта, составляется акт комиссионно, и вся почта, изъятая почта, она регистрируется, она и докладывается, и принимается решение в соответствии с законом. Совет Безопасности также спешит напомнить, что нарушителей судят по 290 и 291 статьям УК РФ, который предусматривает лишение свободы вплоть до 15 лет со штрафом в размере до 7-кратной суммы взятки. Также представители Совбеза отмечают, человек, дающий взятку, такой же преступник, и посредничество во взяточничестве тоже карается законом. Светлана Томова, Майрбек Миржоев, Новости 24. В рамках предстоящего форума Сочи-2018 Ингушетия планирует подписать 9 соглашений, 6 из которых на сумму более 6 миллиардов рублей. 9 проектов, из которых 6 инвестиционных, 2 соглашения с банками о сотрудничестве и 1 с Крымом по детскому лагерю. Министр экономического развития Республики Умалат Ташхоев отметил, что самым крупным проектом станет строительство второй очереди агрокомплекса Сунжа. Также планируется открытие в республике комбината по производству и фасовке пищевых продуктов и турбазы в Джейрасском районе. Форум продлится 2 дня с 15 по 16 февраля. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов страны. В прошлом году в форуме участвовали более 4,5 тысяч участников из 37 стран мира. Площадь выставки составила около 10 тысяч квадратных метров. Было заключено 377 соглашений на общую сумму 490 миллиардов рублей.
Прямая осанка и грациозные движения под национальные ритмы в новой постановке. Коллектив госансамбля народного танца Ингушетия во главе с художественным руководителем Русланом Гадаборшевым готовит новую программу. Автор постановки – балетмейстер из Грузии Имеда Дугладзе. Творческий коллектив готовится к поездке в Катар, где пройдут Дни Ингушетии. Как проходят репетиции, расскажет Рина Тичоева. Ясный взгляд, лаконичные точные движения. Казалось бы, танец, но танцоры больше актеры. Рассказывают историю, передают эмоции. А все потому, что изменился стиль подачи представления зрителю. Хореограф из Грузии Имеда Дугладзе внес дополнительные номера и новую постановку в программу ансамбля. Есть новые танцы, есть обновленные. Кое-что, музыкальные оформления другие. Есть новый танец, постановщик которого я, называется танец гвилецких ингушей. Тоже такая новая, новый стиль, новое восприятие танца. Режиссер, хореограф и танцовщик Имеда Дугладзе в национальном танце уже более 30 лет. За эти годы выработал свой собственный стиль танца. Сделайте вот этот момент, смотрите. Вот отсюда. Когда вы сделали Дугладзе создал свой ансамбль, ставил известные театральные постановки. Признается, всегда мечтал приехать именно в Ингушетию. Чувствуется это уважение к грузинам. Это исторически, это не просто так сказано. Есть народные поговорки, которые касаются грузинов. Но мне очень приятно. Я чувствую себя не в гостях. Ансамбль сейчас готовится к поездке в Катар на Дни Ингушетии, где представить несколько самых ярких и зрелищных номеров. В их числе постановка нарты, горский ингушский танец, девичий рассвет в горах. И, разумеется, долгожданная премьера танец гвилецких ингушей. Давно такая идея была. Я знал, что этот танец был определенный материал у меня. С приходом Имеда Дугладзе это уже можно было сделать уже с уверенностью, чтобы не было ни упреков. Мы подготовили материал, полностью литературу, почитали полностью, как это было, и на основании этого всего мы начали ставить. Танец исконно ингушский, но зародился в Грузии, в ауле Гвилетия, иначе говоря, танец Стейпа Гелатхой, в котором ярко показано сплетение грузинской и ингушской культуры. А возродить историю в постановке помогает новый хореограф. Номер претендует стать зрелищным. Тамила Хаштырова признается, новая хореография – вызов ансамбля самому себе. Танец стал напряженным, эмоции приходится показывать через пластику, но в этом и есть вся прелесть. В Катаре коллектив выложится на все 100%. Очень рада, что мы туда едем. Ансамбль Ингушетии еще там никогда не бывал. И их народ не видел наши танцы. Сейчас мы везем, конечно, почти всю программу. Везем разные танцы. Везем танец ингушский, праздничный, естественно, наш национальный. В нем, естественно, присутствует пластика, грация. Везем танец гвилецких ингушей. Недавно поставили нам этот танец. Мы стараемся, конечно, каждый день репетируем, готовимся к ответственной поездке в Катар. Надеюсь, все у нас получится, так как все получалось всегда. Заниматься еще лучше возможно здесь и благодаря изменившимся условиям. Совсем недавно ансамбль переехал в новое здание, построенное специально для них. Костюмер Хадижа Дасхоева теперь спокойно за наряды артистов. Все на своем месте. Специально для Дней Ингушетии в Катаре ансамблю обновили гардероб. Это очень красивый. Посмотрите, как это все это защищает от ударов. Это костюм следующий Гвилетии. У нас поставлен новый, очень интересный, красивый танец. Это тоже ритмы наши девочки одевают, мальчики. Это одевают девочки, новые костюмы, тоже у нас очень красивые, праздничный танец. Эскиз костюмов разрабатывался специально под историю народа, изучая нюансы в одежде ингушских воинов и горцев. Каждый из нарядов весит более 4 килограмм. Самый яркий костюм здесь предназначен для танца нарты. Выступать в костюмах нартов будут не только юноши ансамбля, но и девушки. Для них подготовили особенные костюмы. И действительно, примерив образ такой воительницы, чувствуешь себя настоящей горянкой. А тем временем в зале полным ходом идут репетиции, ведь движения каждого солиста должны быть идеальными, а времени на подготовку действительно мало. Уже 5 февраля ансамбль вылетает в Катар. Рина Тичоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. У меня на этом все. Оставайтесь на Национальном.
Пожалуй, самая низкая цена на шубы. Норка по 57 тысяч рублей, мутон по 9 тысяч рублей. Рассрочка без переплаты на 2 года. Со 2 по 4 февраля. ТРК «Фабрика», синее здание. С 8 по 10 февраля в клинике Академия здоровья будет проводить консультативный прием доктор медицинских наук, заведующий кафедрой клинической андрологии РУДН города Москва, профессор Игорь Владимирович Виноградов. Все урологические и андрологические патологии у пациентов старше 18 лет. Предварительная запись обязательно. Адрес: город Назрань, улица Муталиева, 27. Телефон 8 962 646 50 50. Уважаемые покупатели, спешим вам сообщить о зимней акции в сети магазинов «Строймаркет». Скидки на строительные и отделочные материалы от 10 до 50%. Все лучшее для вас. Подробности по телефону 8 800 555 3 555. Звонок бесплатный.